А то, что ты говоришь, там лучше было бы или хуже было бы, да, было бы лучше, потому что этих людей можно было бы контролировать и потом заменить другими людьми. А вот этих, которые пришли на их смену, уже заменить невозможно было. Потому что за ними стояли вооруженные банды, джамаатами назывались, которые, и делали все, что они хотели. Урус Мартаню, он хигейм ва юштат, он гудермеса, а бинт он хигейм ва юштат. Вот чего они хотели. И в итоге, уже если бы не началась война, вторая вот эта русско-чеченская война, то уже готовили, я вот это 100% знаю, да, 100% из очень серьезных источников, что готовился переворот нашей республики, смещение Масхадова там и захват власти, короче говоря. Ну, надеюсь, ответил на твой вопрос, не знаю. Хусейн, мне кажется, что ты упустил очень важную вещь, что ты сейчас говоришь, не все коррумпированы. Коррумпированность важна, я отсекаю. Важно, что они все были назначены Россией, и все они за это время войны осудили множество людей. В каждом районе, ты должен помнить, сколько районов, 9 или 12 у нас осталось, 14, по-моему. В каждом районе там не минимум 10 судей. И эти судьи осуждали Томбешков, Нахпац, которые попались в руки, в плен попали, выносили приговоры. До сих пор Цацперш осудить не было. Они уже, Россия отказалась, что якобы судили выдавать, не знаем. То есть ты забываешь этот момент, что эти люди осуждали огромное количество людей. И как ты их представляешь под контролем держать, если все... Да, я не забываю этого, да, произошло этого, ты просто путаешь даты, да, и путаешь время, когда это произошло. А никакой, вот это судья, это не был Масхадов избран еще президентом, не было у нас выборов никаких. Сидит, да, в каком-нибудь кабинете, приходит айдол, раз ему наручники ставят, его выводят, другой на его заместитель или там какой-то другой человек садится на его место, и что из этого не может тебя выкинуть из рабочего места, там, документ, что пришедший человек вообще ни в чем не разбирается. Я видел даже другие вещи, когда уже при нашей власти, да, Казбек Махашев, министр внутренних дел Волчанат, он как Министерство внутренних дел набрали ментов тоже, которые были во время войны, ментовки работали, да, у русских там работали, и которые следователи, которые заводили уголовные дела на людей, ну, например, в частности, когда мы 8 марта 1996 года первый раз зашли в город Грозный, и некоторые там отряды, да, как бы, ну, конфисковали, там, милицейские машины забрали, оборудование, аккумулятор, ну, можно сказать, что это военные трофеи, можно, если у гражданских там мародерство, если у государства, как бы у этих оккупантов забираешь, это совсем другое дело. И против этих МВ были возбуждены уголовные дела русскими. Потом уже, когда наша власть села, да, я ходил с Казбеком, ругался именно вот в тот период, когда узнал, что начали преследовать там каких-то людей, которых я даже сам лично знал в городе Грозном.
8 марта видел, что они там были в городе Грозном в составе наших подразделений. Пацан уголовное дело, и допрашивают багаж. Бош, хулил долил босс. Вагавон, ларта адуй вообще, да. Российский айдалду или нохча айдалду. Давайте разберитесь хотя бы. То есть мое предложение, например, было, когда полиции, вот когда закончилась война, да, построение было в Чирюртер, вот, помните, там дорога на, кто там был, помните, наверное, Шют-Халдвиц, Нябука, Чирюр, Дамбит и Кашли, вот с правой стороны это поле, вот с поля построение, да, как раз совместные комендатуры мы делали. И на этом построении мы набирали ребят, которые бы патрулировали в Грозном совместно с русскими, совместно комендатурщики, чтобы как-то порядок там сделать, чтобы контролировать ситуацию, контролировать права там и так далее, закон. И Чайна, туда набирали ребят, конечно, у нас не было милиционеров подготовленных, все такое. Временно набирали всех, кто был в отрядах. Я сказал этому министру, и там сказал и Казбеку, и там сказал, что необходимо в кратчайшие сроки, да, поселок Калинер, милицейский, школы, и Хаилан, и школ. Милиционеры, которые работали на русских, или не на русских работали, а которые вообще дома отсидели, там смолодушничали, но они не такие офицеры, вы там подполковники, майоры там разные, на пенсии или как-то. Этих людей задействуют, да, и вот этих всех пацанов, которых взяли с улицы комендатуры и потом в милицию перешли, обучать их там ежемесячно, да, месяц, 3 месяца, один раз, может быть, на курсы посылать туда, повышать квалификацию, как заявление написать, как досмотр сделать, как документы проверить, не проверить, закон Мадоузич, да? Ишти ама беш, налишь, заменить вобьешь, борешь. Ну, вай моды, вай, тяп ляпали, гош табехать, кучка дохватить. Ишти аж хочу, конечно, золом был, что шады глелаш, аккуратно, шаг за шагом добьешь. В будущем урок его, критиковать. Мы это говорим для того, чтобы в будущем не повторялись эти ошибки, не для того, чтобы этих людей критиковать и говорить, вот они такие, всякие, а для того, чтобы в будущем вот как бы опыт этот перенять для нас. Ну, что я закончил. Ну, уточнить, Дамир Гердович, ремарку небольшую. Да, говори. Я думаю, что вы не совсем представляете, что такое Конституция, что она не священная корова, да, которую нельзя изменить. Конституция – это договор общественный, который с изменением ситуации изменять можно. Вот, в любом случае. И он менялся. И ты, значит, застал те времена, по-моему, и при тебе уже дважды Советский Союз менял Конституцию в связи с изменением ситуации в мире где-то. Это раз. И теперь я еще расширить хотел в плане того, вот я не представляю, как можно соединить, наш народ жил традициями ислама, да, и судился между собой, чтобы не идти в светские эти суды. Как вы хотели тогда, как ты себе представляешь, что мы продолжали бы жить по этим светским законам, а не по шариату, если мы больше 200 лет, да, несмотря на то, что были светские суды, все равно это шли в шариатские суды в основном. Указ президента Жахара Дудаева, вот найди этот указ, да, там четко и ясно написано, что до принятия замены законодательства нового, да, какого-то приемлемого для нашего народа, именно с нашими традициями, обычаями и так далее, мы руководствуемся законами, которые есть советскими даже. Этими законами мы продолжаем работать до тех пор, пока мы не изобретем новое.
ищется дичаться, гумама цагали. Если у тебя, например, ну, вот ты про Конституцию говоришь, можно заменить, можно не заменить. У тебя есть паспорт, да, какой-нибудь? Есть у тебя паспорт вообще? А? Вот ты можешь, ну ты можешь паспорт, например, у тебя в коричневой или там красной корочка, ты можешь его в синий цвет покрасить или желтый покрасить, сказать, мне так нравится. Или там фотографии переклеить вверх ногами паспорт и сказать, а мне вот так больше нравится. Или там фамилию себе исправить в паспорте. Можешь паспорт тебе дать? Этот паспорт для тебя Конституция. Этот паспорт, если ты какую-то помарку в нем сделаешь, да, ты не можешь ни в поезд сесть, ни в самолет сесть, никуда не сесть. Это удостоверение твоей личности. Там написано твой возраст, твой адрес, твой все там о тебе, вся информация о тебе. Конституция – это точно такой же паспорт, только для вот этого государства. Когда твой паспорт, мой паспорт, другой паспорт, вот этот паспорт, его что, его мастера, Конституция, а это уже паспорт государства, которым ни ты, ни я, мы не можем ничего менять. Там есть порядок замены, да, есть есть статьи, которые ты вообще не можешь менять, есть статьи, которые путем референдума только можно поменять, да, и никакой президент не имеет права менять Конституцию ни одной статьи, потому что это не функции президента, это он может подать какое-то предложение, да, закон, туда, да, на парламент там принимает решение, парламент объявляет референдум, там много-много чего такого, которые законодательным путем надо делать. Это просто так для шумомодации. Поэтому с Конституцией надо обращаться очень дружно. Знаешь, я тебе про Конституцию еще одну вещь расскажу. Пришел к нам в парламент, да, я что, Арсанов. Вице-президент. Дагохшин пришел и тоже из Вахи, ну вот парламента Ашвиза, положил с одной стороны Коран, с другой стороны Конституцию и говорит, вот Уранду, Уран Конституция, киехту бохцы. Ну это что, бумага там, а это святой Коран. Ну вот на такую тему. Азбу халагат, там ваха бос, пожалуйста, алхум дукуза бос. И он халал, что Коран ты, он хатсасон, и Коран и Конституции, типография, где что он бос. По очереди, может, Коран вперед, потом Конституция, или наоборот. То есть это печатается, это книга, которая печатается в типографии. Потом, когда она к тебе попадает, да, мусульманину, она становится святой для тебя. Когда она попадает там безбожнику, она просто книга, да, и ничего из себя не представляет. Вот эта Конституция, о которой ты говоришь, ничто. Вот она тоже такая же книга, да, такая же бумага, одинаковая абсолютно. Вот когда ты ее чтишь, да, она святая, вот эта Конституция, это закон государства. А когда ты тоже говоришь, да, яхка, гумаяти, она такая же становится, как для безбожника наш Коран. И никакой между этими вещами разницы нету. Потом, ну вот такая дискуссия у нас была, потом прошла. Аллах и его зеркальное изображение, отображение. И вот она говорит, волк лежит на слове Аллах.
Ты представь, у всех волосы должны дыбом стать. Так, вообще ужас. Вот и как это. Вот, ой, да надо срочно разбить его, к чертовой матери, а тогда Мадези там. Но тут тоже я встал, да, в парламенте, Ахилчана Дагдоалдон, и я там не хвастаюсь, это говорю, чтобы не подумали. Азбо Фариза, Хажан Фариза был, я там в грубой форме сказал ей, чтобы она пошарила под волком еще там туда-сюда, достаточно что грубо Eliasa, Йол Бос, накласти Бос, депутат, Хаусал Бос, на вице-президент Варкус, Конституции, Даяк Бос, по Корану и Суни Адьезбе Бос. Хинц Хоку Герб Даяк Бовейк. Хар Герб Бой Даяк, Кандоляч, Байрк Юбовой, Ичкирийский, Байрк Юляч, Углятан. Байрак хар пачалк юху арду илмадуевой бос хетивити пачалк атрибут сталча конституция цагалж герб флаг гимн да ассоциации хумш цагалча пачалк мацаголица но по-любому да. Государства признаются только из-за того, что у него конституция есть, да. Человек признается из-за того, что у него паспорт есть в кармане. Без паспорта бомж холцанов. Азбо хар байрак накол клошун бос. До Алексей II варкается на русский поп. Цин крестный ход дольше на что что манти южного байрка второй уж. Цуно багнада гар байрк даяк и халовца дёхой бос. Наше государство распалось бос. Не успел создаться. Давайте, вставайте на выход. То есть ишь аютчил отношения к конституции. Хуи герб, хуи гар, хуи хитмегер, да. И дичь был нахбой, и чубак пешку. Вот когда государство попробует американский флаг, вот даже живя здесь где-нибудь в Европе, да, ты наступи на него, сожги его, посмотришь, как они будут реагировать на это дело. А наш можно топтать, наш можно плевать на наш, что угодно можно делать. Иштхилмаца дезиз, шихум ларта деши, ом хумдуиз, ом обалдин хумдуиз, ом лаамцани, пэлнам пачалкуиз. От того, что какая-то часть людей потом уже захотела там шариат из него сделать или какое-то другое государство, это незаконно. Должен быть референдум, на референдуме решить этот вопрос. Захочет народ, так будет жить, захочет, всяк будет жить. Это дело народа. То есть власть, вот эта демократия подразумевает, что это власть народа. Народ решает свою судьбу, а не царь, не президент, не кто-то другой. Придой вопрос. Хасан, ты рассказал, как ты об этом мыслишь, да? Ну, я, в общем, понял тебя, да. Но мусхаф, Скажем, что-то плохо слышно. Ага, сабр делал, а минуту, у меня наушник сел, оказывается, сабр делал. Сейчас я переключусь, наушник возьму. Да, минуты 3-4 назад у тебя звук поменялся резко. Стал лучше. А телефонный микрофон, дикой бог. خزي خزيصة Хайшун. هنت حديث Ну, я говорю, что я твои представления понял. Ну, нам как-то пересекались, но не удалось. Когда и не время было тогда об этих вещах говорить. Я хотел сказать, что несколько искаженное представление мусхаф дуи, Куран, то что Куран само слово Аллаха, а мусхаф это просто книга, уже слово, которое написано, переписано, скажем так, в книгу, как ты говоришь, да, вот на листок это переписано. И это несравнимые вещи, нельзя соотносить с договором.
Конституция – это договор. Многие страны живут без всякой конституции. Это раз. Ну, это ладно, это полемические вещи. Как-нибудь, если у нас появится возможность, мы это по поводу политфилософии, да, западной политфилософии, с отцом Длицу, у меня будет время лекцию, я вам смогу почитать, чтобы вы поняли. Некоторые ошибки у вас в восприятии этих вещей, атрибутов государства. Атрибуты государства – это в первую очередь судебная система. Один из атрибутов, да, столпов государства, судебная система. Никакие флаги, никакие вот эти конституции не являются атрибутами. Для того, чтобы государство стояло, существуют вот столпы, институты. Это налогообложение, наказание, судебная система, еще ждаться. Ты читал ты Конституцию Свободы? Бахмувила, ты Конституцию читал когда-нибудь хотя бы? В Конституции все указано, ветвью власти, то все там указано, а будет судебная система, там назначать есть, прокуратуру назначать есть, само по себе же не бывает, а Конституция тебе дает право, например, парламент назначает этого прокурора, генерального прокурора назначает парламент, судей назначает парламент, президент может представить. Президент представляет министров, парламент утверждает. Это все закон расписанный. Маду, если этого не будет, да, то не будет и судебной системы, и герба, и гимна. Герб и гимн гудует, это же не там святое что-то же, а просто когда ты вот играешь в футбол, да, или там сейчас смотрим, по улице идешь, или демонстрацию делаешь, вот ты по флагу видишь, что за народ это, да, там не надо, подходите, это, кто вы такие, Боша. Видно, флаг Ичкерии, Австрии, там, Америки, и Мадури, там ничего такого нету, это нельзя вещи убирать. Это атрибутика, которая помогает распознать просто вот этот народ, и все. А Конституция на сегодняшний день, вот ты говоришь, нету, есть государство без Конституции, но есть какие-то банановые, может быть, государства, да, где Конституция там не нужна, и Конституция, в принципе, не нужна, если ты просто занимаешься сельским хозяйством, пасешь там свой частный скот и этим живешь. Тогда зачем тебе Конституция, ни суд, ничего не нужно там. Там можно, как мы в старые времена жили, да, до там 16 веке, 15 веке, и цена судебной системой, царя, князь Мацагаливой, вот мы саморегулированием занимались там этим. Но сейчас же другие времена, ты же сейчас должен, например, да, вот была война, вот ты должен через судебную систему или через следственные органы, там разные прокуратуры, заставить каким-то образом через международные инстанции заплатить Россию, да, за то, что они нас депортировали в 1944 году, за то, что они нам несколько раз у нас изымали дома, уничтожали дома, имущество, людей убивали, скот, экологию, какую-то репарацию ты можешь у них получить через шариатские суды? Просто ответь на этот вопрос. Можно мне один вопрос задать этому Бамбе? Бамба, судья Ширвой, просто я прослушала. Не мог бы ты повторить, когда это ты имел в виду? Какой промежуток времени ты имел в виду? Мацерва и Шар судеш. Вопрос мой слышишь? Это микрофон выключишь. Но он имеет в виду на бытовом уровне, да, у кого-то корову украли, там к муле пошел, пожаловался, идут судить. А таких судов-то у нас вообще никогда не было. Вот мне интересно было, да, ты правильно говоришь, потому что у Нохчи не принято было друг на друга жаловаться и в милицию обращаться, и люди из этикета не давали милиции вахансани заявление чулушек ох маргинал хитар и люди между собой разбирались просто. Это не были шар-суды, это были нормальные чеченские разборки. Да, по айдовой ногти, айдаля, даризли какие-то шариатских не было.
и причем это не шли суды, потому что это русские суды были, и просто западло как бы считалось, да, и все равно оккупант Шмабари, воин Гаспе, был воин Тяуэ, Нохтича, особенно воин Кёшкал, Тяуэшин, Айма будешь. И в этом мы просто маневрировали, чтобы не подпадать под их влияние. Даже в Казахстане, высылки, Адолчхайнаву, Солженицына, почитайте, да, ну, был такой народ, был, который вообще никакие законы не соблюдал, советский бож. Солженицын, Яздеш Мады Солженицын. И в то время мы не ходили, ой, адочстане руководство цадеш, ой, ночью алпстане руководство цадеш. И судыш халапой. Никто там из этих, мол, абсолютно шариатское право вообще близко даже глаза не видел. Предположительно, на таких вот примерах они как бы выносили судебные какие-то решения, которые в большинстве случаев не исполнялись даже. А вот этот закон о шариатских судах подписать Динак Мильвар, зельно говори? Яндарби с 96 года о параллельном, не просто шариатских судах, а параллельном. Там подразумевалось, что светские суды будут заниматься такими серьезными вещами, глобальными, но при этом будут еще шариатские суды, ну какой, бытовой, он регулировать даже. Ну вот видишь, нашлись люди, которые услышали слово шариат и решили вот тех выкинуть, да, и вообще установить шариатское государство потом в итоге. Тогда были проблемы недоразумения, потому что на шариатские суды перейти до диез бяхнашбар, и была генеральный прокурор, который сказал, мы не можем переходить на шариатские суды. Единственное, Генпрокуратура может передать в шариатский суд вот эти вот ЗАГСы, потому что похороны, рождение ребенка и заключение брака, вот эти вопросы единственно можно передать шариатскому управлению, а остальные вопросы, конституционные суды, все должно находиться под юрисдикцией светского законодательства. И в это время все равно они перегнули на свое и вообще бардак. А после этого, Хусейн, ты рассказывал, помнишь, что это самое, или где это было? Нет, у нас тут материалы были, мы разбирали. Там было написано, что Масхадов сделал заявление, что 27 человек не могут быть в правительстве, призваны к шариатскому суду. Это что получается? Значит, люди в правительстве не будут судиться по шариатскому суду, а все остальные будут судиться по шариатскому суду. Вообще ненормально. На самом-то деле. Ты видишь, там Масхадовой, его поставили такие условия, да, или переворот, или вторжение России, и он вот эту орду, да, которая вооруженная внутри, которая вот как в Афганистане, да, точно такая ситуация у нас была. Все при оружии, там в бандах, там в Росмартане, там, сям, в Гудермесе, на нефтепроводах, воруют нефть, бегают, шают, хайрдыл, мадаревы, по большому счету, бича. И в этой ситуации Масхаду вот иллюзию власти надо было создавать хотя бы для мирового сообщества, что что-то где-то контролируется, потому что уже когда вот приняли закон, вынужденно Масхаду, чтобы переворот не делали, да, вынужденно принял закон о полном введении шариатского правления. То есть это обозначает полное прекращение деятельности всех вот этих светских органов власти, да, парламента и самого президента, и судов, и все что угодно. То есть когда Евросоюз увидел, что мы вот этим вот занимаемся, там, потом председатель Евросоюза сказал, что мы должны жить по законам Российской Федерации, соблюдать европейские законы и жить по Российской Федерации.
То есть нам вот из-за этого дела, да, из-за того стремления прыгнуть выше, чем мы можем, было отказано в нашей государственности. До этого, как мы помним, выборы проводились по Конституции 1992 года под эгидой ОБСЕ, где присутствовали очень много иностранных наблюдателей, которые признали эти выборы самыми прозрачными и организованными выборами на всем постсоветском пространстве. Самые лучшие выборы, честные. И что признательно, это было признание, которое до сих пор, да, никто у нас отнять не может. Никто не может сказать, что Чеченская республика Ичкерия незаконная. Ни один Европейский Союз это ни разу не сказал. Ни Америка ни разу не сказал. И религиозные, и умствование гара, года Шварцнах Барков, Америка в первую очередь, да, хотела нас, я как-то это уже рассказывал, хотела в бюджет Соединенных Штатов включить как народ, над которым совершили геноцид, который, в принципе, признание геноцида Российской Федерации в этих войнах над чеченским народом. От солой этун бол шага и религиозный лозаш и новый шадик духа койлашок. Да, Хюсен, ты не понял. Я вообще претензии я сразу как Масхадову. Я знаю, что это. Не, я тебя дополняю. Да. Нет, я тебя просто... Когда он выиграл выборы, Милор, Ендербиев, Басаев, они все просто прыгнули в эту религиозную тему во все тяжкие и делали все, что могли против Масхадова. А это значило, что республика никак не могла подняться на ноги, потому что Ахмабаха все были вооружены, у каждого была своя ЧВК, и все занимались разделом народного достояния. И логика, принцип, разобраться каждый, что хотел, то и делал. Поэтому все шло у нас не так, как должно было идти. Даже вот Масхадова, помните же, первый раз, когда он поехал в Москву, вот эта рубашка у него, ни галстука нету, какая-то серая рубашка. Серый пиджак, папаха на голове. То есть эти люди, да, которые рядом с ним были, там муфти Кадыров, там и другие, Бусоб Дня, Гарри Бугас, Малиели, европейские, он один Мегадад, Бусоб Дня Бош. Просто заставили этого человека вот так одеться, а когда сам уже старший Кадыров уже после перешел на сторону русских, он уже, как мы видели, при галстуке, при белой рубашке, и все, которые потом вокруг Масхадова ошивались в тот период, да, которые Масхадову не давали одеть даже нормальную рубашку и галстук, эти люди потом сами перегонки по сей день носят эти галстуки. Софт Мадарицыга Масхадов, к сожалению, к большому, да, самая тяжелейшая доля, да, выпала именно на шею вот этого Аслана Масхадова. Первую войну, да, полностью, первую, он благодаря его мужеству, благодаря его уму, да, победили там все вот эти военные операции, которые он разрабатывал, супер военные операции, которые ни одна страна в мире не могла, такие операции, ни один генерал никакой армии не делал таких вещей. Потом после войны изучали опыт американцы, французы, там другие разные приезжали к нам, изучали опыт ведения войны в городских условиях. То есть огромный опыт для мирового сообщества, даже они переняли у нас этот опыт. Масхадов, Сумер. Потом вот это президентство его не короткое, двухгодичное, без денег в кармане, без никакой там этой власти, там неподчинения, Шавик, да, и Зоша. Хусейн, у меня есть вопрос. Ага, давай. Я бы хотел, чтобы ты освежил меня в памяти. У нас недавно был разговор, и ты рассказывал одну очень
интересную историю, которая была, и ты был частично ее очевидец, свидетель. Она меня поразила в каком-то смысле. Это история, когда, по-моему, Масхадов или кто-то из наших, кто-то высокий, то ли президент, то ли кто-то из правительства, поехал в Америку, побывал там, получил гаранты того, что нам будет помогать, в том числе и гуманитарной помощью Америка, еще какие-то страны. Потом вернулся домой, и все это, скажем так, спустил в урну. И я бы хотел, чтобы ты повторил эту историю, потому что она очень поучительная. Если можешь, конечно, если у тебя есть силы на это сейчас. Ну, это уже я это неоднократно рассказывал. Сейчас я этот пример тоже приводил, что туда должны были чеченский народ, Америка создала чеченское лобби в Конгрессе Соединенных Штатов, из 27 конгрессменов Соединенных Штатов, которые мы обязались платить им ежемесячно по $40 тысяч. И после того, как они нас включат в бюджет Соединенных Штатов по $200 тысяч, это минимальные, там, мизерные деньги для вот этого группы лоббирования, потому что лоббирование – это законно в Конгрессе Соединенных Штатов, это не криминал, ничего. И эта группа обязалась нас ввести в следующий бюджетный год, как народ, над которым был совершен геноцид, в бюджет Соединенных Штатов. Ну, по возвращении из Америки, под давлением вот этих вот людей, которые мы сейчас говорим, да, вот этих религиозных. Вот и Масхадов вынужден был сказать, что опаснее, да, для нас. И я сейчас много здесь живут, там живут, несмотря на то, что Россия, Америка виновата. Мы должны бояться. Такое мнение, оно исходит из России, оно навязано, боязнь Америки, да, что она там против тех, против этих, против ислама, против Бусов-Дин. Хотя в Америке мусульман ничуть не меньше, чем в России. Там есть и мечети, и молятся люди, и все такое. Никто друг другу не мешает. Шадик Должмадуй, но вот нам вдолбили в голову, да, что Америка – это такое страшное государство, которое она сейчас на нас сядет. И, короче, потом мы под Америкой будем, там, или под кем-то еще. Те государства, которые сегодня как бы под протекцией Америки, Южная Корея, например, да, там еще какие-то государства, Япония, например, еще какие-то. Эти государства, Вьетнам тоже, очень развитые, Тайвань, например, тоже, да, очень высокоразвитые технические государства. А те, которые под Россией были, да, второй там Вьетнам, Северный, Южный, сейчас не помню какой, но Северная Корея, например, да, куда Путин недавно ездил. И такие государства, они вот в таком плачевном положении, как русская деревня. Вот они точно отображение, вот в России, кто был, видел русские деревни, вот они там построили русскую деревню. То есть нищета, там голодьба, ничего нету. И что? Войну внушать до Америки для нас опасно было. Она никак не опасна для нас. Наоборот, мы должны стремиться в Евросоюз, мы должны стремиться дружить с сильными. Даже в бытовом плане, да, если, например, тебе надо какая-то помощь силовая, вот там подраться куда ты идешь, да, и между двумя ты выбираешь, вот там есть твой один друг дохляк, который еле ходит, его надо тащить с собой, а другой боксер у тебя друг, да, вот кого ты вместо собой возьмешь куда-то подраться пойти? Конечно, боксера. В данном случае тоже Америка – это боксер, который нам поможет. Мы слабенькие,
Нам нужна сильное, мощное государство, которое может и финансово помочь, и физически, и морально, и по-всякому. То есть здесь никакой опасности я от Америки не вижу. Ну вот в нашей ситуации, там было сказано, что Америка опасна для нас, и все, и наше будущее закончилось на этом. Вот смотри, Потихонечку свернули эти программы. Америка не совершила против нас ни одного геноцида и не забрала у нас ни одного квадратного метра земли, не высасывала недра из наших... И даже одного чеченца не убила, ни одного. Даже Там это, недра, да, говорим, да. да. И у тебя есть вот для себя ты как-то вот в голове это сформулировал, почему он, приехав, вернулся, сказал, что Америка для нас опаснее, чем Россия, при том, что на его памяти вот прям свежие, прям на руках 2 войны, и он прекрасно знает, что Россия делала с нашим народом и нашей землей. Откуда у него такая мысль? Просто это же все донесли до Америки, и наша помощь сразу... Конечно, да. Почему? И здесь видишь, когда ты себе как вот, это объяснил? Да, ты когда например, ты в жизни, да, в своей жизни, да, я не знаю, если ты попадаешь в компанию пьющих людей, а ты не пьющий, месяц, 2, 3, и потом все равно тебя заставят. Выпей, давай, что ты, чуть-чуть, там, нюхни туда-сюда, может. Кто курит, точно то же самое происходит с некурящим. В компанию попадаешь и начинаешь курить там, так же? И здесь то же самое, вот этот религиозный, вот этот угар, да, он постоянно тебя засасывает каждую секунду, ламат бис, хавул, ай, вай, массу аур, он вот ты просто засасываешься в эту систему, да, и уже думаешь, как думает большинство. Ты не можешь пойти против этого большинства. А большинство говорит, Америка опасная для нас, Америка, Турция, там, Афганистан, Египет, братья-мусульмане, туда-сюда, вот наш мир, мусульманский мир Божий. И причем это же было время такое, да, послевоенный хан Джингиз, вот самое, то, что мы не должны забывать, когда только закончилась война, да, и война закончилась, и весь народ наш был просто в доску религиозный. Масна, Аллах Акбар, Мамяра Йокш. Все Белгин, Танцани, Томчак, Белловой, Толом, Бахкам Боже. Всевышний нам помог победить Боже. Вот это все, да, давало почву, чтобы эти религиозные деятели еще больше сели на наш народ. Его зазомбировали, и не только президента, да, парламента. Я знаю людей, которые депутат парламента, например, в Дагестан поехал зачем-то, да, погиб там. Тоже на эту волну, на волну попал. Знаешь, тут такие вещи сложно сейчас сказать, почему он это так сделал, почему не так сделал, хотя я разговаривал с ним на эту тему и убеждал, что, как ты говоришь, что Америка даже нашего человека не убила. Но вот эти другие люди, которые вокруг него были, там Халимов Ислам, например, часто.
Thank you.